Всем привет, друзья! С вами Александр Быков и канал Здесь Russian Test. И сегодня у нас на обзоре новый китаец Cherry Tiggo 8 Pro. Ну что, друзья, новый китаец, 21 год. Cherry — это довольно старая компания в Китае, многие относятся к ней как бы так с скептизмом, но они делали машин там в 2003 году, начали делать. Tiggo вообще модель это была точная копия RAV4 второго поколения, они, кстати, до сих пор ездят, что как бы говорит о том, что в принципе китайцы были тогда надежны. Сейчас же, я думаю, очень сильно поменялся рынок в целом, и китайцы очень сильно взлетели вверх в машиностроении, в автомобилестроении, и делают теперь такие автомобили. Если посмотреть, конечно, на него спереди, но я лично вижу черты Infiniti, Audi, что-то такое. Ну, в принципе, сейчас машины сложно чем-то удивить, потому что они все какую-то там друг на друга чем-то все равно похожи. Поэтому ничего нового особо такого нет, но то, что это делает Китай, это очень-очень-очень интересно. Я, когда вообще готовился к этому автомобилю, думал, что этот автомобиль будет намного меньше по размерам. Когда пришел вживую, он, конечно, очень большой. Это полноценный такой кроссовер на 7 мест, кстати говоря. Хотя я думал, что это типа класс RAV4. И единственное, конечно, есть недостатки, что вы получаете большой кроссовер, но у вас не будет полного привода. Но на это есть у Cherry, короче, есть Toyota Lexus, у Cherry есть Cherry и Cherry Exit, типа более люксовый такой вариант. Там уже будет и полный привод, и типа более лакшери, все дела. И они тоже продаются специально в России, в принципе. Здесь же будет передний привод и два вида моторов. Пойдемте к ним. Здесь у нас стоит 1.6 турбо, как видите, GDI. Вообще, судя по тому, что я вычитал, на самом деле очень сложно найти что-то, какую-то информацию про китайские двигатели или коробки. И судя по названию, по маркировке двигателя, очень похоже на митсубисскую маркировку 4J16, типа T. То есть у Mitsubishi 4J64T там и так далее. Ну, соответственно, скорее всего, старые Cherry были когда-то перерождали моторы Mitsubishi, ставили сюда, а потом сейчас новые, типа, но это собственная разработка. Самое интересное, что гарантия в Китае на вот этот двигатель, поговаривают, что она пожизненная. Типа, то есть довольно надежно, они все переработали. И тут стоит 7-ступенчатый робот, на который тоже в Китае идет пожизненная гарантия, а у нас в России, говорят, 7 лет или 200 тысяч километров. То есть на ваш, как бы сказать, срок эксплуатации его точно достаточно. 180 лошадиных сил, в принципе, этот мотор малообъемный, с турбиной. Конечно, многие относятся опять-таки скептически, потому что типа мало объем, турбина, не ресурсно, но на самом деле уже сейчас вполне ресурсные моторы, то есть, 200 тысяч она проходит, там турбина, может, у нее что-то случится, но 200 тысяч проехать, тем более в нашем городе, да это, мне кажется, очень сложно, поэтому довольно все надежно, прямой впрыск топлива, и то, что мало объем и турбина, вы получаете и динамику, и хороший расход топлива, то есть очень экономично. Если сравнить, например, с каким-то, допустим, стоял бы 6-цилиндровый какой-нибудь 3-литровый атмосферник, он бы ел топливо больше, этот был бы меньше, то типа надежный, проверенный, так сказать. Но по подсчетам, если вы посчитаете расход топлива там и там, то вы все равно выиграете именно с этим двигателем. Вот такие вот дела. Спереди же мы видим большую такую решетку. Вот единственное, что вот здесь вот такие щели, но здесь уже стоит сеточка, чтобы чтобы камни и так далее не попадали сюда. Здесь у нас самое интересное, что вот партроники вот эти, они прикольно сделали, что их спрятали в черный, то есть не видно, когда вот такая, знаете, кругляшок такой стоит на бампере, не очень смотрится, а тут все спрятано аккуратно. Здесь заглушка, потому что в Китае здесь идет активный радар, который типа активный круиз-контроль. У нас в России не поставляется, к сожалению. В общем так, диодная полностью оптика, ближний дальний туманка, все здесь, все диодное. И это круто. Пойдемте посмотрим сбоку на этот автомобиль. Итак, ребят, в профиль автомобиль, видно, что он большой, то есть прям конкретный, полноценный кроссовер. В профиль он может быть на что угодно похож. Если посмотреть сюда, то что-то видно от Volkswagen, может что-то даже от Porsche, я бы, наверное, нашел от Cayenne какого-то, что-то от Mercedes. Все вот эти акульи, плавник, вот этот небольшой спойлер очень хорошо выглядит. Черная окантовочка, чтобы ваше лакокрасочное покрытие не царапалось. Типа все-таки это же все-таки кроссовер, повышенная проходимость, и дорожный пистолет все-таки здесь довольно серьезно, 190 мм. Поэтому вы можете ездить в принципе по плохим дорогам и не боясь ничего повредить. 18-е колеса здесь стоят.
в принципе, смотрятся они здесь нормально. Можно поставить, конечно, и 20-й, тогда будет вообще, но будет низкий профиль, скорее всего, потеряете в ходовых качествах многое. Ну, понятное дело, что дисковые тормоза не буду за них ставить, барабаны, наверное, да, было бы глупо. Все-таки это уже новый автомобиль. Ну и, собственно, вот эти вот вставочки хромированные, да, ну, не знаю, спорно, не спорно, но типа вот TGDI, типа турбина GDI, ну, надо же как-то показать, что у вас что-то интересное, какую-то изюминку добавить в профиль. Пойдем назад. Ну, как бы так, между делом покажу вам ключ от этого автомобиля. Довольно хорошо сделан, такой добротный, тяжеленький. Тут у нас 4 кнопочки: открыть-закрыть, открытие багажника, закрытие, собственно говоря, и дистанционный запуск двигателя. То есть здесь у нас автозапуск с завода. Так что вот так. Демонстрировать будем это? Давайте откроем багажник. Сейчас он откроется, подумай. Нет, подержать надо. Вот, да, надо подержать. Ну, собственно, вот так. Получается, что да. И вот у нас сразу доступ в наш, собственно говоря, багажник. В общем, сейчас ключи беру. Куда? В карман. Что мы имеем? Тут сейчас сложенный третий ряд, естественно, я его не буду разлаживать. Но тут, конечно же, более детские места. Очень сложно будет там залезть или поехать дальнюю дорогу типа взрослому человеку. Но для 2 детей, в принципе, довольно добротно. Тут у нас есть и подстаканники, какие-то ниши, колонки, крючки, прикуриватель на 12 вольт. Получается, здесь у нас получается органайзер. Да, вот здесь довольно тут домкрат, всякие эти. Ну, короче, небольшой подпол, всякие мелочи. Запаска у нас, соответственно, вот здесь под днищем, чтобы, ну, не занимать пространство, все дела. Ну и, собственно говоря, блин, довольно большой багажник, на самом деле. Если еще и разложить средний ряд, получается большое спальное место, вы можете, блин, реально спать там, или перевести что-то довольно крупное. В общем-то говоря, так. И теперь закроем багажник. А он говорит, да, возмущается. Ну, типа, ну, довольно так. Ну, в принципе, да, ребята. Задняя часть, естественно, опять-таки полностью диодная оптика. Это привет новым японцам всем. Вот так помахайте. Это Китай. У японцев бывают у нас повороточки, сам понимаешь, да, лампочка, там задний ход. А тут у нас все полностью на диодах. Бегающий поворотник а-ля Lexus, да, то есть все полностью диодно. Tiggo 8 Pro. Двойной выхлоп, и он, кстати говоря, настоящий. Если залезть под низ, я посмотрел, там реально 2 банки, то есть не обманка, ничего, тут реально 2 глушителя. Сделано все четко, посмотри. Вот, раз, 2 выхлоп, все есть четко. Не фальшивка, короче. Да, это не фальшивка. Единственное, что вот тут и партроники спереди не спрятали в черный, да, вот здесь оставили как-то так, ну, как говорится. И вот единственный шильдик, что меня смущает, это вот этот 290T. То есть у него 180 лошадиных сил, 184, по-моему. Ну, я так понял, это типа крутящий момент. Потому что там около того. И они такие, 290 ньютонов. Такой спойлер очень приятный. Удлиняет, соответственно, саму машину как будто бы, да. И меньше забрасывает у вас, соответственно, это заднее стекло. Видим дверную карту, которая сделана, ну прям тут и коричневая кожа, и темная, и вот такая алюминиевая вставка, и, ну, в общем, сделано все очень добротно, очень классно, такой, знаете, премиальный, я бы сказал. То есть тут, если так вот ее закрыть шильдик Tiggo, например, и вот сфотографировать кому-нибудь, подумайте, чья это дверь, там BMW, Mercedes, вот так помашет рукой примерно, ну, то есть видно, сделано хорошо. Подсвечиваются пороги Tiggo, то есть все показывает вам о том, что вы садитесь в черри. Контурная подсветка, кажется, была, нет? Да, вот он. Ай-я. В общем, закрываем дверь. Сиденья. Сиденья прям очень хорошо сделаны. Тоже такая кожа приятная. Такие с хорошей такой боковой поддержкой. Все как полагается. Сидишь довольно удобно. Переднее водительское, вернее, кресло регулируется во всех плоскостях электрически. Даже поясничный подпор у него от кнопки. То есть все кнопочное. То есть мы двигаемся назад, вперед, вверх, вниз. Вот, пожалуйста, вверх, вниз. Это что? Это спинка.
Да, тут у нас поясничный подпор и так далее. И память на 2 водителя также сделан, то есть очень удобно. Передняя же пассажирская, тут электропривод. Электропривод. Ну, в 2 плоскостях, вперед-назад, спинка. Это у нас, я напомню, максимальная комплектация, которая стоит 2 миллиона 400 тысяч рублей. В общем, ну, торпеда, опять-таки, добрый вечер всем Audi, Mercedes, BMW, то есть всем немецким таким серьезным брендом. Алюминиевые такие вставочки прикольные, тут все обшито кожей. Ну, конечно, кожа не такая примерно, как BMW, но вы и получаете машину за 2400, допустим. Да, ну, то есть, понятное дело, что вы не получите быка, которые там ходили чуть ли не в полях, там каких-то определенных, как Милка, шоколадка, короче. В общем, руль мне показался сначала маленьким, но в целом довольно удобно. Тоже переплет, тут очень много кнопок. Я так понимаю, тут подогрев руля еще есть. То есть, ну, тут и круиз-контроль, и всякой штуки. В общем, у нас тут управление светом, тут дворник, все понятно. Вот это самое интересное. То есть, ручка КПП. То есть, включаем зажигание, допустим, да, вот смотрите. Она выровнялась, как водитель должен был быть. Парковка у нас ставится к кнопке, а эти штуки уже шевелятся вот так, вперед-назад, то есть D, R и там, соответственно, ручной режим плюс-минус. То есть довольно удобный такой рычажок, не надо вам ничего двигать. Ну, по дисплеям тут прям переплюнули всех. Тут у нас полностью экран 12,3 дюйма. Тут у нас кристаллический, надеюсь? нет, тут, наверное, более сильный LED, наверное, уже, потому что да, потому что тут, может AMOLED. Вот эти штуки крутятся, когда у вас машина работает, и, соответственно, увеличивать обороты, они крутятся сильнее, потом на ходу уже больше покажем. Этот дисплей, тут, блин, тут тоже всякой, наверное, штуки. Извините. Удобно, Ну, что тут, это крутилка громко собрана. да, можно крутилкой, можно так. Потише сделать, то сейчас музыка нам скажет. Тут очень много всяких настроек, я даже не знаю, как в них залезть, если честно. Тут, наверное, как надо их листать, что-то делать. Ну, в общем, тут все есть. И Нажми на облачко. на облачко. Вот, видите, автомобиль. Тут настройки автомобиля, получается. И приветственный свет, и вот смарт-ключ открывает багажник, ла-ла-ла. Система удобной посадки, настройка боковых, привязать ключ. Попробуй, может, слеснуться еще. Вот так типа? Нет, не так не листает. Не на этом. На смарт-ключе, может, там еще какие-то настройки были. В смысле? Ну, Приборная, подождите сигнал превышения скорости, вам начинает пищать, то есть уровень подсветки регулируете, время даты, также свет, но задержка светофар, дневные ходовые включить, атмосферный свет. Это вот который здесь уже получается, да? Вот эта контурная подсветка, то есть у вас выбираете цвет, вот видите, стоит синий, можете поставить вообще абсолютно любой цвет, любую радуги, чтобы у вас тут все подсвечивалось красиво, ночью довольно приятно будет ехать. Климат, антиконденсат, очистка салона, отпотевание, то есть, блин, тут всяких штук, ассистентный режим усилителя руля, также комфорт, спорт. О, заявочка. Система контроля слепых зон, то есть в зеркалах стоят, да, ну и базовые настройки, тут сигнал при закрытии окна, в общем, вот так. Очень много всяких штук, Apple CarPlay, все дела, в общем, тут у вас планшет полноразмерный стоит, и здесь тоже. То есть у вас тут 2. И это еще не все, вот еще 3-й экран. Здесь вы регулируете, соответственно, и потоки, и температуру. Да, он сенсорный, то есть вот вы регулируете вот так. Температуру, например, которая вам нужна, чтобы подавалась, да. Здесь вы регулируете обороты. Допустим, да. Тут выключить климат, допустим. Включаете. И также у нас еще вот эти вот кнопки тоже, соответственно, регулирует то же самое. То есть, вы, если неудобно за рулем тыркать, у вас вот тут здесь есть все соответствующие функции. Это удобно. Здесь, блин, ну классно сделано, конечно, кнопки. Ну, парктроник, я даже, если честно, не понимаю. Ну, это старт-стоп, я знаю. Видите, выключить, включить. Такие, знаете, очень приятно. Это сразу, видите, в этот настройки магнитолы вышло, настройки автомобиля вышли. А вот это, походу, видеорегистратор. Это 360. Подожди. Подожди. Неплохо. Ну-ка, иди туда. Там, Вот видите, подожди, 2D, 3D. Вот, то есть вот так автомобиль сейчас стоит. Вид спереди, вид сзади. Ну, вот это прям вообще. Ну, то есть, блин. А попробуй, обойди-ка.
здесь у нас, я так понимаю, беспроводная зарядка, прям идеально ложится телефон. Так, оп. Ну, у меня не поддерживается, к сожалению, такой функции. Здесь у нас подстаканники, вот какой-то вот отсек. Тут еще все такое прорезиненное, приятное, довольно-таки. Открываем вот этот бокс, соответственно. А, эта штука вообще можно ее убрать, наверное, да? Телефон туда спрятать. Но мне кажется, как-то убирается. Потому что тут, по-моему, этот ящик охлаждается. Вот так, смотри-ка. Вот, ага. ну, короче. Он убирается, я точно знаю, что. И здесь он охлаждаемый ящик, то есть тут крутилка такая, ее крутите, и воздух поступает сюда, и у вас получается холодильник, например. То есть вот так. Ну, довольно такой, знаете, вот, ну, приятно сидеть. Сидишь прям, ну, хорошо. Все положил, все удобно. Бросил сюда, например, телефон, ключ куда-нибудь сюда. И погнал. Я не знаю, ну, все удобно, все классно сделано, все в лаке. Блин, материал он прям хороший. Ну, я вот не ожидал, что от китайцев вот здесь сесть, ну, то сюда, блин, очень круто. Тут у нас еще и панорама. Открывается она очень интересно. Вот открываем. Первое. Тут вот 2 раза нажимаете, полностью скрывается панорама у вас, если вам не хватает солнечного света. Ну и соответственно, ой, не ту кнопку, извините, вот она, люк. Он же, по-моему, тоже открывается. Да, о. Ну и соответственно вот так полностью выдвигается люк. По-моему, еще можно. Да. Вот так. То есть, блин, уже кабриолет. Люк прям такой огромный, очень много света и довольно классно. Можно играть? А? На свадьбе не можно играть? Да, можно стрелять. Вот так делать. Ну все как в лучших, как говорится, домах Лондона. Садимся, ребята, назад. Опа. Тут у нас, естественно, вот самое интересное, вот новые автомобили все, которые делают, обычно типа спереди все так круто, лакшери, все дела, а зад обычно все деревянненько. Но здесь они тоже постарались, ничем абсолютно не отличается передний дверь от задней, с такие же материалы абсолютно. Двери, кстати говоря, очень тяжелые, что говорит о неплохой, наверное, шумоизоляции, мы проверим это на ходу. Тут у нас есть стеклоподъемник, вот такие небольшие карманы, кстати, очень удобные карманы, такие не вот как, знаете, вот эти вот такие сплюснутые, вот как вот на старых китайских чехлах, да, а вот именно вот карман, вот прям карман. Воздуходувки, вот они регулируются, довольно приятные такие. Тут тоже у нас лак, и здесь у нас, соответственно, подогрев сидений двухступенчатый. Вентиляция еще вроде есть, нет? Ну, передняя, наверное, есть, а вот задняя нет. Да, спереди точно есть, там на дисплее надо. И, кстати, подогрев лобового еще у него есть. Подогрев лобового полностью все в сетке. И одна зарядка USB или Type-C. Что это? Type-C, по-моему. Тут у нас такой небольшой кармашек. Здесь у нас, естественно, подлокотник с 2 подстаканниками. Ну, блин, а регулируется сиденье? Да. Представляешь? Оно регулируется, ты прям можешь вот так сесть. У тебя панорама. Блин, очень классно. Прям дальние дороги. Вот эти вот на одном уровне находятся, на ручке двери. И здесь ты прям вот сел. Ну, прям хорошо. Нет. Да, вообще вот ты можешь хоть 500 километров, мне каждый раз проехать очень спокойно. Тут у нас также свет свой у каждого, да, соответственно говоря. Тут и ручки такие приятные. Светлость вот этого верха дает простора. Как бы машина сама по себе машина просторная, и вот этот белый верх, еще и панорама дает вам общагу. Такой, знаете, вот сразу очень много света, простора. Очень уютно здесь сидеть, на самом деле. На 3 лет я не полезу, сразу говорю. Но в целом я думаю, что я залезу туда. Ну, типа, проехать там 15 километров я проеду типа, в каком-то таком положении в целом. Знаете, как раньше мы в Жигули залазили, там 7-8, типа, ехали вот так. Тут получше будет точно. Я думаю, можно ехать. Поехали.
Обычное название Cherry Tiggo 8 Pro, как из названия китайского телефона, 512 ГБ. Но, смотри, понял? Мы с тяжелым сумкой. Давай. Я не могу достать ключ. Оп, оп, оп. И все. Пожалуйста. Вот это сервис. Входите, ложит. А самое главное, может, не нажимайте кнопку. Просто нажимаете на пультике вот так. Первым делом проверим, конечно, чуть-чуть на гравии, на такой плохой дороге, потому что наши якутские дороги же в основном такие, поэтому надо проверить его в таком. У нас большой дорожный просвет, поэтому сильно не переживай, что что-то шоркнешь и так далее, но на самом деле довольно мягко. В салоне, естественно, шумов никаких нет. Шумка, как по дверям я не говорил, что они были тяжелые, шумка довольно хорошая, то есть ты не слышишь каких-то посторонних шумов. Да, тут нет стеклопакета на окнах, не двойные стекла, но для такого класса автомобилей довольно хорошо. То есть прям очень приятно едет, тихо, мягенько в целом. Тут бывает еще с завода ставят 19 колеса, а на них, наверное, чуть-чуть пожестче, но в целом на 18 даже очень-очень-очень хорошо. Так, теперь надо нам назад. Зеркала у нас опускаются вниз. 360. Никогда не пользовался этой штукой на самом деле. Вообще очень сложно, наверное, привыкнуть, когда ты садишься с обычного автомобиля, с которого нет таких всяких функций, садишься в такой и такой типа столько всего, а потом, наверное, если ты, допустим, начинающий водитель и купил себе такую машину сразу, привыкаешь к таким функциям, а потом, если сядешь на обычный, тебе будет очень непривычно, конечно, ко всему этому переучиваться. Но эти все помощники довольно хорошо помогают, но я по старинке, как говорится, зеркала и все. Но обзорность никогда не повредит, так сказать, особенно в нашем городе, на парковочках торчащие трубы, там что-нибудь еще, чтобы все было видно в вашем большом дисплее. Яркость бы чуть добавить, наверное, да, как будто бы темновато. Ну, наверное, настроить его. Ладно, это не будем делать. Сейчас проверим, как она поедет по асфальту. 1.6 турбо, мы с вами прекрасно понимаем, что это Россия, у нас все начинают увеличивать мощности, там чиповать. Ну, я не думаю, что вот эту машину нельзя чипануть, тоже можно добавить немного наддува и так далее, поэтому она поедет еще веселее. Ну, собственно говоря, звук двигателя не так слышен, а вот турбину бывает слышно. О. Хорошо разгоняется на самом деле. Так-то для своего класса автомобилей очень неплохо. Хороший такой подрыв. Бывают, конечно, двухлитровые версии на вариаторе, здесь 7-ступенчатый робот. Там, наверное, разгон не такой напористый, потому что там нет турбины. А вот именно с этим мотором очень, мне кажется, хорошая получилась такая спарка двигателя с коробкой. И он прям начинает щелкать передача за передачей. И очень довольно-таки не чувствуешь этих переключений. Робот довольно адекватно работает. Бывает, что некоторые роботы начинают дергаться, дрыгаться, не понимать, что происходит. А этот довольно хорошо работает. Расход топлива он показывает средний 13,6. Ну, это там постоянное колмачение и так далее. Я думаю, литров 9 спокойно уложится такой автомобиль. То есть довольно экономичная машинка получилась. Попробуем обогнать его. Блин, хорошо подрывает. Прям очень приятно едет. 180 же, да, сил? Да, ну там 180 с копейками, ну 180 сил, скорее всего. Единственный вот минус, что нет полного привода, но в Китае он есть, и все заготовки, вот если поднять на машину на подъемнике, то есть место под кардан, задний подрамник, тоже видно, что редуктор там должен стоять. Ну, то есть в Китае они есть с полным приводом, у нас просто у него есть в России. Если говорю, как хотите полноприводный, берете Cherry Exit, который более люксовый, от Cherry, и там уже есть полный привод и все такое. Но в целом, блин, едешь вот 70, в салоне тихо, приятно, мягко, прям, и рулежка такая, знаете, не пустой руль, он такой прям набитый, при том, что это в комфорт режиме. Если, наверное, привести в спорт его, он прям будет очень такой сразу серьезно взялся за него, поехал. Ну и динамика, я ожидал на самом деле, что он будет медленнее, но на самом деле очень неплохо. Вот эти штуки, крутящиеся вот эти кружки, очень забавно выглядят, но непривычно видеть такие приборы. В целом привыкаешь к обычным аналоговым, и тут такой дисплей у тебя, там куча всякой информации, куча всяких красок. И вот, кстати, он 7-ступенчатый же робот,
7-я ступень, сейчас ехали, там 1000 оборотов, что ли. Вообще, то есть можно, вот уже средний расход уменьшается. Вот мгновенно, если ехать 5 литров, можно добиваться, если прям вот тошнить чуть-чуть потихонечку, довольно хорошо. Дорога, конечно, узковатая немного, не привык еще к габаритам, но обзорность, кстати говоря, очень хорошая. Зеркала, плюс все эти новые помощники, 360, парктроники, всякое это. Единственное, да, что не хватает адаптивного круиза, который бы там следил прям за машиной, тормозил за ней, разгонялся. Все вам, собственно говоря, помогает ехать. Это, кстати, прикольная штука, очень, не надо ничего тыркать, тык-тык, все просто. Ну, турбина подхватывает, прям сразу чувствуется момент. Ну, на самом деле, для того, вот китайцы сейчас уже начинают делать машины, уже они вот с корейцами вот на уровне, то есть еще, грубо говоря, это что такое? Грубо говоря, еще года 3, и они уже, мне кажется, спокойно будут конкурировать с немцами. Единственная проблема, что у нас в России привыкли, что китайцы, типа, это неликвидность, типа, плохо продаются на вторичке. И еще интересно такая есть стереотипная, не стереотипная, наверное, какая-то привычка. Вот ты видишь, допустим, две одинаковые вещи, одна стоит, допустим, 30 рублей, другая 50. И ты такой, нет, за 30, наверное, какая-то подделка, возьму за 50, хотя по своей сути они абсолютно одинаковые. Вот здесь то же самое, то есть ты видишь цену на этот автомобиль, типа 2400, когда кореец такой, даже не в такой комплектации, ну, даже если ему максималки будет, у него таких опций не будет, и он будет стоить, типа, 3800, допустим, то есть 1,5 миллиона. И люди такие, да ну, не может, типа, за 2400 будет там стоит так хорошо. А на самом деле, вот, как мы видим, едем, да, довольно неплохо. То есть я ездил на новых корейцах, они, блин, ничем не лучше вот этой машины, допустим. Вот даже, мне кажется, шумка здесь получше, мотора не так слышно. В корейцах обычно очень сильно слышно мотор, здесь такого нет. И коробка очень адекватно работает. Да, там все там начинают робот, маленький мотор с турбиной, ненадежен, но Китай же дает гарантии на 7 лет и 200 тысяч километров в России, а у себя на родине в Китае, типа, у них вообще пожизненная гарантия на вот эту спарку. То есть, блин, в нашем городе 200 тысяч километров проехать, я не знаю, сколько надо ездить лет, чтобы этот пробег намотать, грубо говоря. Ну, то есть, все довольно рассчитано, и не думаю, что сейчас уже так делать будут они тяп-ляп, потому что очень много у них уже брендов, у них внутренне уже много конкуренции, всяких Haval, Cherry там и так далее, много всяких марок. Jack, они уже электрокары делают. То есть я говорю, года 3, и, блин, китайцы просто будут делать премиальные тачки типа Mercedes, BMW и Audi. Итак, ребят, что скажем в итоге? Китаец реально приятно удивил. За 2400 ты получаешь, блин, огромный пакет опций. 1.6 турбо, робот, который приятно щелкает, двигатель экономичный, в то же время он и резвый. У конкурентов ты, ну, за эти деньги такого автомобиля размера именно не найти. Если даже найдешь, то это будет вообще там тканевый салон, там чуть ли не весла сзади, а здесь у тебя все есть реально, ты который месяц не разберешь в этих функциях во всех. Единственный, конечно, минус, что не хватает полного привода, но это, наверное, может быть вопрос времени. Скоро может появиться в новой версии этого автомобиля, тогда будет вообще просто песня. Спасибо владельцу, что дали возможность такую снять тачку, AST Detailing, который предоставляет вам место. Приезжайте к ним, втягивайтесь пленкой, полируйте, детейлите, все дела. С вами был Александр Быков, подписывайтесь на канал, поставьте, не забудьте лайк. Всем пока. Tryna double up, fucking out the friend zone. I'm tryna run it up, stack it to a Benzo.